Святой Георгий, небесный покровитель православного воинства, очень почитаем в христианском мире. Имя Георгия Победоносца носят многие храмы, издревле воздвигаемые в честь воинских побед и событий. В этот день во всех храмах проходят торжественные службы в честь святого заступника земли. Своей верой в Бога, верой в Христа, готовностью отдать свою жизнь за Христа. И вот как раз вот эти вот слова, вот я бы хотел, чтобы все наши, так сказать, прихожане, все наши, те, кто сейчас меня слушает, они бы вот это четко поняли, что святый великомученичий Георгий – это наш покровитель. И мы должны подражать ему не только его почитанием, но и своими делами, и пытаться стать вровень с ним. Храбрый воин Георгий жил в Римской империи, был воспитан родителями в христианской вере. Гонитель христиан, император Диоклетиан, приказал ему отречься от Христа, а когда Георгий отказался, то велел подвергнуть его мучениям. Мужественный воин выдержал все пытки и остался верен христианству. И тогда по приказу императора 23 апреля, 6 мая по новому календарю 303 года его казнили. С тех пор святой Георгий считается совершенным примером чести, доблести и отваги. Все мы своей жизнью, своими делами должны подражать жизни святаго великомученика Победоносца Георгия. Ведь, понимаете, у него было все в мирском плане этого слова. А он предпочел мученическую смерть за Христа. Самое известное чудо святого Георгия – это освобождение царевны и победа над дьявольским змеем. Произошло это в окрестностях ливанского города Ласии. Местный царь платил ежегодную дань чудовищному змею, жившему среди ливанских гор в глубоком озере. Ему ежегодно отдавали на съедение одного человека. Однажды отправиться на съедение змею жребий выпал дочери самого правителя, девушке, веровавшей во Христа. Царевну привели в логово змея, и она с плачем стала ожидать ужасной смерти. Внезапно пред ней предстал воин на коне, который, осенив себя крестным знамением, поразил копьем змея. Вместе с девушкой Георгий явился в город, спасенный им от страшной дани. Язычники приняли победоносного воина за неведомого Бога и стали воздавать ему хвалу, но Георгий объяснил, он служит Иисусу Христу. Слушая исповедание новой веры, множество горожан приняли крещение. От этого чуда берет начало образ Георгия Победоносца, победителя зла. Верующие молятся Георгию Победоносцу, просят у него хорошего урожая, защиты от зла и нечистой силы, удачи на охоте. Сотни людей в этот день съезжаются к святыне, чтобы поклониться образу святого великомученика. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.